А'уду биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, у нас сегодня начинается месяц Раджаб. Месяц Раджаб, он от слова тарджиб, возвеличивание, уважение. И поэтому это тот месяц, когда мы должны показывать уважение именно этому месяцу. Месяц Раджаб считается запретным месяцем. В этот месяц надо остановить все войны, которые начаты, и нельзя начинать новые. Все локальные конфликты с тещей, женой надо прекращать. Это такое в нашем маленьком масштабе, так скажем, да? Но тем не менее, во время месяца Раджаб, во время, по-моему, ни одного из этих запретных месяцев еще на земле войны не останавливались. В современном мире. Также, дорогие друзья, месяц Раджаб – это месяц Аллаха Субханаху ва Тааля. Месяц Раджаб – это подготовка к Рамазану. У нас остается всего лишь 2 месяца до Рамазана. И сейчас мы должны уже начинать. Если, например, бегун поедет на Олимпиаду, знает, что он поедет на Олимпиаду на следующий год, он что будет делать? Он будет готовиться в течение этого года. Он будет правильно питаться, заниматься, тренироваться, объемы наращивать. Все, а потом уже с подготовкой поедет на Олимпиаду. Мусульманин думает, что он может в уразу войти прямо с разбегу, так просто. И тут раз выдыхается. Первые 2 дня его нет. Он потерян для нас. Лежит, дохлый, голодный. Все. Он никакой до ифтара. После ифтара наедается, живот большой, таравиха опять его нет. Потому что слишком много поел. Не может шевелиться. И вот так в течение 3-5 дней. Потом начинает он нормализоваться потихоньку. Потихоньку. Вот поэтому, дорогие друзья, к Рамазану тоже надо войти с подготовкой. Вот эти месяцы, и Раджаб, Шахбан, как раз нам нужны для этого. И пророк, саллаллаху поощрял, чтобы мы держали уразу в эти месяцы почаще. Даже пророк, саллаллаху говорил, если мы хотя бы 1 день продержим месяц Раджаб уразу, то Аллах Тааля простит нам наши грехи. Хотя бы 1 день, говорит. Это уж, дорогие друзья, несложно. Дорогие друзья, хотелось бы в месяц Аллаха Субханаху ва Тааля поговорить о величии Аллаха Субханаху ва Тааля. Аллах Тааля в Коране говорит человеку. Бисмиллахи рахманир рахим. Я аюхаль инсан, ма гаррака би раббикаль карим. О человек, что тебя ввело в заблуждение по отношению к твоему Господу, Аллаху? Что тебя ввело в заблуждение? То есть, почему ты так к нему относишься неправильно? Аллах Тааля говорит, «Аллази халакака фасауака фа'адаляк». Аллах Тааля, ведь Он создал тебя. Он сделал тебя, то есть фасауака, выпрямил, имеется в виду, ты ровный. У тебя все на своем месте. Фа'адаляк, сделал все симметрично, соразмерно. Фи ай суратин ма ша'a раккабак. И дал тебе тот образ, который он захотел. Твой образ человека – это не наш выбор. Был бы наш выбор, мы бы, наверное, да, родились там, не знаю, красавцами. Все люди отличаются, нет одинаковых людей. Абсолютно. Даже близнецы, они тоже отличаются. Просто они отличаются в мелочах, которые незаметны просто. Все люди отличаются. Это как автомобили, ВАЗ. Они все отличаются. Нет одинаковых 2 колен. Они все отличаются. Здесь тоже люди все отличаются. И Аллах Тааля говорит, это я дал вам образ. Я дал вам вот это ДНК, РНК, чтобы вы приняли этот образ, чтобы вы развивались, чтобы не было такого, что один глаз больше, другой меньше. Фа'адаляк, понимаете? Вот это слово, ведь мы никогда не задумывались, почему наши уши, они симметричные. Вдруг, если одно большое было бы, да, другое маленькое, это же неконтролируемый процесс. Ты же не специально так не делал. Или руки, например, один длиннее, другой короткий. А такие случаи есть, дорогие друзья. В Африке там и так далее, там показывают людей.
У кого-то язык вываливается изо рта, рост не останавливается. У кого-то там одна сторона большая. Есть даже человек в Европе, у него одна рука большая. Как вот мультик же есть с одной рукой. Матрос бегает же, вот у него одна рука такая, он армрестлингом занимается. Одна рука у него худая, как у меня вот, а другая большая. Смотришь, и раз всех валит этой рукой. Это генетический дисбаланс. Почему все люди не такие? Потому что Аллах Тааля контролирует этот процесс. И Аллах Тааля показывает, вот что будет, если я отвернусь на чуть-чуть. Что если все будут такими? Это же неудобно, когда у тебя сзади еще две ноги торчат, правильно? Поэтому Аллах Тааля говорит, я все это контролирую, говорит, а вы, говорит, что-то меня не благодарите. Что вас ввело, говорит, в заблуждение? Почему вы отвернулись от меня? После того, что я с вами сделал, после того, что я дал вам, а вы, говорит, отвернулись от меня. Что с тобой, говорит, тот человек? Аллах Тааля спрашивает. И это очень уместный вопрос. В следующем аяте Аллах Субханаху ва Тааля говорит, Бисмиллахи рахмани рахим, ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. Аллах Тааля говорит, я, говорит, сделал так, что вы полюбили веру. Что вы полюбили веру. У нас действительно, когда человек принимает ислам, он начинает любить веру. Тот образ жизни, который он ведет. Хотя он ведь может отказаться в любой момент. Просто может сказать, я не хочу читать намаз. Вот те люди, которые бросают намаз, они не успели полюбить. Они просто не почувствовали разницы, что с намазом, что без намаза. Есть такие люди, дорогие друзья, очень часто иногда мусульмане бросают намаз. Бывают такие люди. Аллах Тааля говорит, мы сделали так, что вы полюбили веру. И мы, говорит, украсили ее в ваших сердцах. То есть мы получаем наслаждение от веры. От того, что мы близки к Аллаху Тааля. И Аллах Тааля, говорит, сделал для вас отвратительным неверие и нечестие, грехи. И Аллах Тааля сказал, что эти люди на правильном пути. Аллах Тааля верующим людям дает вот такой вот индикатор. Когда мы видим грехи, мы не просто говорим там, ой, это неправильно. Это для нас отвратительно начинает казаться. Тут в одной передаче одна девушка русская в Эмиратах зашла в кафе. В кафе сидят одни мужчины. Она зашла, хотела покушать. И официант боится к ней подходить. Все люди смотрят на нее странно. Все прекратили кушать. Девушка говорит, я, говорит, что-то не понимаю, что здесь такого. А просто она без платка, груди открытые, мини-юбка и так далее. То есть Аллах Тааля дал верующим отвращение к этому. Они посмотрели, и они не понимают, как это вообще возможно. Как это вообще возможно? А здесь девушка, которая одевается таким образом. А ведь ей кажется, что это красиво. Это нормально. Девушки иногда говорят, да, мальчикам, не смотри меня на грудь, да? Чего ты пялишься на меня, да? Иногда так говорят. Посмотри мне в глаза, а не на другие места. Иногда так говорят девушки, да? И хочется спросить, а зачем же ты тогда открыл эти места, если ты не хочешь, чтобы туда смотрели? Они же открыты. Для чего? Чтобы пар выпустить, что ли? Непонятно. Зачем же ты тогда открыла? Спрашиваешь вопрос, элементарный вопрос. Потому что ей-то кажется красиво, это все правильно, все нормально, но ты не должен туда смотреть. Это вообще не вяжется. Логики здесь нет. И поэтому Аллах Тааля говорит, мы сделали отвращение у вас к этим вещам. И люди поэтому, когда видят грех, мусульмане верующие, они не просто говорят, ой, это нельзя, да?
Это запрещено. Сейчас вот посмотрю-ка, ага, 25 пункт. Ага, это запрещено. Все, мне нельзя. Мы же не так говорим, правильно? У нас сердце начинается уже, чувства начинают меняться. Хочется отвернуться. То же самое, например, когда пьяный человек, да? Пьяный человек на свадьбе — это весело. Он сидит, потом смотрит, начинает рукава засучивать. Ну что, говорит, пора? Все, драться надо уже, да? Это весело. Один пьяный должен быть на свадьбе. Но когда мусульманин видит его, для него это не весело. Это отвратительно. Он хочет от него отойти. И поэтому, когда вы смотрите на детей, дети не любят пьяных людей. Они чувствуют запах противный, да? Они отталкивают их, потому что их нутро, фитры, иман, говорит, это ненормально. Потом уже, когда к этому привыкаешь, уже красиво все это кажется. Вот поэтому, дорогие друзья, Аллах Та'аля сказал, мы, говорит, сделали так, что у вас есть отвращение к этому. В следующем аяте Аллах Субханаху ва Та'аля говорит, бисмилляхи рахмани рахим, «Инналь инсана лафи хуср». «Валь гаср, инналь инсана лафи хуср». Клянусь предвечерним временем, Аллах Та'аля говорит, поистине человек в убытке. Этот аят, он заслуживает, вообще это сура. Сура Гасра заслуживает вообще отдельного вааза. Все люди находятся в убытке, говорит Аллах Субханаху ва Та'аля. «Илля аллазина аману ва амилу салихат ва тавасау биль хакки ва тавасау бис сабр». Кроме тех, которые уверовали и творили благие дела, заповедовали истину друг другу и заповедовали терпение. Те люди, которые не верят в Аллаха и не делают благих дел, они в убытке. Почему? Все, что они делают, это бесполезно. Они зарабатывают миллиарды, но все это оставляют здесь. То есть активов нет в судном дне. Вот сейчас очень популярная тема, да, с панамскими офшорами. Там каждый политик связан с этим. Все связаны с панамскими офшорами. Зачем они это делают? То есть переводят свои деньги на легальные счета, на нейтральную территорию, отмывают деньги. Мусульманин делает то же самое. Он отмывает эти деньги в судный день. Туда переносит деньги, в офшоры. Тот, кто не уверовал и не делал благих дел, у него там нет счетов в ахирате. Он здесь много оставил, а там ничего. Понимаете? Поэтому они в убытке, у них ничего нет. Он ждал румынский сервант 15 лет. Он его купил, наконец-таки. Потом бережно сдувал пыль оттуда. Последние 40 лет. Но в конце концов этот сервант остается внуком, которые выкинут его. Правильно? Он же не унесет на ахират. Это его убыток. Всю жизнь мечтал об этом. Это его убыток. Отец у меня всю жизнь трясся над старым москвичом. Маргарин 412. Когда он умер, мы стали его в утиль. Его даже не продашь. Для него это ценность, понимаете? Он же в ахират его не унес. Я не говорю, что он был неверующим. Нет, поймите меня правильно. То есть человек, который держался за что-то в этом мире, он его не унесет. Его нужно переводить в офшоры. Отмывать надо. Хорошими, благими делами. С этим имуществом, когда ты делаешь садака, когда ты помогаешь другим, когда ты зарабатываешь это имущество с халяль образом, оно переходит туда, на счета в ахирате. Чтобы этот счет разблокировать, нужна вера. Если ты сделал, туда хочешь перевести, благие дела делаешь, туда идешь, они говорят, а у вас нет пин-кода. Ля иляха илляллах, Мухаммад Расулуллах. Ты говоришь, счет разблокировался, и ты уже начинаешь пользоваться этими счетами. Нет, отходят в небесную канцелярию все твои дела. Это очень элементарно. Экономика простая здесь. Рыночная экономика, дорогие друзья. Поэтому тот, кто хотя бы немножко думает, он все переводит в офшоры, в ахиратские. Поэтому вроде мусульманин дурак, отдает деньги в никуда, да? Но он отмывает их. По-умному. По-умному делает это.
Поэтому тот человек, который живет с верой, он, дорогие друзья, никогда не будет в убытке. Никогда. Даже если вести бизнес по-мусульмански, этот бизнес будет твой. Если вести бизнес не по-мусульмански, этот бизнес будет чужого дяди, банка, коллектора, кредитора или еще кого-то. Это не будет твоим бизнесом. Если вести его халяль, даже в этом мире ты уже будешь хозяином своего имущества. Дорогие друзья, Аллах Субханаху ва Тааля говорит в Коране, бисмилляхи рахмани рахим: «Ам хулику мин гайри шейин, ам хумуль халикун». Неужели, говорит, вы думаете, что созданы из пустоты? Или вы сами, говорит, создатели? Ам халяку самавати валь арда балля юкинун. Или вы создали? То есть он говорит, они, да? Это обращение к нам, можно сказать. Неужели, говорит, они думают, что создали небеса и землю? Как же вы, говорит, в это не уверуете? Посмотрите, говорит. Вы думаете, что просто так произошли? Говорит, ведь сейчас действительно Аллах Тааля предугадал, что будет через тысячи лет. И Аллах Тааля говорит современной науке. Неужели, говорит, наука думает, что человек создан просто так, из ничего? Бактерия упала с космоса в воду, в море. Оттуда эта простейшая бактерия стала сложной. Потом в рыбу превратилась. Рыба вышла на сушу. На суше отросли ноги. Понимаете? Когда я рассказываю, это сказка. Это кажется, что это сказка, правильно? Но на самом деле, оказывается, так бывает. Это значит, по нашим меркам, например, ока съезжает в грязь и сразу становится внедорожником. Мы говорим, это невозможно. По теории эволюции возможно, надо просто подождать немножко. Поэтому, если застряли, подождите, да, эволюция сделает свое дело. Рыба вылезла на сушу, отросли ноги, побежала. Бежала, 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 чешуя отпала, в динозавра превратилась. Знаете, как птицы появились? Как нам объясняли по биологии, динозавр быстро бежал и отросли крылья. Если махать руками, часто, много, отрастут крылья, поэтому осторожно. Дорогие друзья, это сказки нам кажутся сейчас, но в это верят взрослые люди. Бородатые, с дипломами, с очками, верят в это люди. Поэтому, дорогие друзья, Аллах Тааля говорит, неужели, говорит, вы думаете, что это так? Что это из ничего? Или, может быть, думаете, что это вы создатели? Человек еще ничего не создал. Даже склонировать пока он не сумел. Склонировал овечку, овцу, но неудача. Склонировал ген старости. Поэтому, если клонировать 80-летнего человека, получится 80-летний человек. Не получится 6-летний ребенок. Аллах Субханаху ва Тааля говорит, неужели, говорит, вы создатели? Нет, говорит, вы просто, говорит, не верите. Создатели, говорит, мы, создатели небес и земли. Поэтому, дорогие друзья, на этом вопросе остановлюсь. И действительно, это пускай будет просто размышлением для нас. Я не ругаю тех людей, которые не верят. Вы поймите меня правильно. Да, мы улыбаемся, как бы смеемся, но мы смеемся над самими собой. Над самими собой смеемся. Это лишний повод для того, чтобы мы желали добра тем людям, которые не верят в Аллах Субханаху ва Тааля, отрицают, что Он наш Создатель. Просто чтобы мы сделали за них дуа, молитву, и чтобы, иншаллах, они тоже это увидели, полюбили веру и начали не любить грехи. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.